Здравствуйте, у нас IT прямой эфир «Кактус Медиа». Сегодня у нас в гостях Эсен Сагынов, программист Amazon, также основатель кыргызской компании Mancho Devs. Здравствуйте. Здравствуйте, Саша. Вот, расскажите коротко для начала о себе, чем вы сейчас занимаетесь. Я сейчас вместе с несколькими ребятами разрабатываю местный продукт для местного кыргызского рынка. Точнее, их 4 продукта в сфере медицины, в сфере платежных систем, в сфере электронной коммерции, а также при таможенных услугах. А вот ситуация с IT, насколько я знаю, изменилась ввиду событий, произошедших в Украине, что говорят, что много айтишников из России переехали, или, как сейчас говорят, релоцировались временно, в том числе и в Кыргызстане. Вот можете рассказать, какие вот изменения за последние месяцы, на ваш взгляд, произошли в IT в Кыргызстане? Да, я тоже слышал, но не с первых рук, что к нам в Кыргызстан приехали десятки людей с России. Также это в Узбекистан, потом после Узбекистана они переезжают в Турцию и тому подобное. Да? Но дело в том, что многие программисты, включая и Кыргызстан, работают на зарубежные компании, да, аутсорсят. Естественно, они получают заработные платы именно за рубежа. Как только в России закрыли SWIFT, то есть они международный перевод уже не могут получать, Visa, MasterCard закрыли, они перестали иметь возможность каким-то образом получать эти деньги. Поэтому они просто поменяли локацию. По идее, для их работы абсолютно не важно, где находиться. Поэтому, наоборот, им приехать в Кыргызстан будет намного дешевле с точки зрения стоимости жилья, да? Жилья и вообще прожиточного минимума. Поэтому они сюда, в Центральную Азию, и приезжают. Но некоторые хотят более комфортабельные условия, поэтому переезжают, допустим, в ближайшую Турцию. Да? А вот это как-то, их переезд как-то повлияет на наш IT-сектор или нет? Или просто они... Очень интересный вопрос, и да, и нет. Если говорить непосредственно об этих приезжих, да, то они напрямую не повлияют. Почему? Потому что они уже имеют работу. Да? То есть, если бы они сюда приехали на поиски работы, то да, они бы могли повлиять на среднюю стоимость зарплаты в Кыргызстане. Да? Но большинство из них приехало непосредственно просто быть где-то, чтобы иметь возможность доступа к всемирному интернету и платежной системе, чтобы дальше продолжать работать, где они уже привыкли работать. Поэтому они напрямую не имеют такого влияния. Но что имеет влияние? Да? Имеет влияние это большие компании, которые фирмами сюда приезжают. Да? Допустим, недавно к нам пришедший EPAM. Да? Вот он напрямую влияет на наш рынок. Я бы сказал, в этом есть и хорошая часть, и негативная часть тоже. В том смысле, что они среднюю зарплату поднимают довольно высоко, то есть на среднего программиста. Да? То есть это означает, что с ними конкурировать нашим стартапам довольно сложно становится, потому что они платят по ближайшему, как минимум, казахстанскому уровню, а нам приходится с ними конкурировать. Да? Но с другой стороны, они, да, увеличивают стоимость, означает, в связи с тем, что они вошли в наш ПВТ, означает, больше денег остается в стране, да? То есть больше денег приходит извне, что увеличит наш годовой оборот нашего ПВТ. И что вот сейчас мы давайте немножко о новичках поговорим, а потом вот о более продвинутых программистах, там, сеньорах, мидлах. Но все-таки больше всего интересуются IT именно новички, которые хотят стать джуниорами или уже пытаются найти что-то. И вот
я тоже разговаривал с разными людьми, которые есть какая-то экспертиза, которые уже свои компании и так далее, и так далее. И что меня удивило, что их мнение о рынке вот этом очень разное. Одни говорят, что становись кем угодно, там, фронтендером, бэкендером, фуллстек или вообще иди какой-нибудь data science, с руками, с ногами заберут, как горячие пирожки раскидают. Спрашивает второго, он тоже очень уважаемый, у него это, ну, то, что он руководит фирмой успешно, это о чем-то говорит. И он говорит, что это вот как раньше в наше время, ну, он одного со мной возраста, что вот раньше было либо экономистом, либо юристом идти, все шли туда, и в итоге сейчас такой избыток, допустим, я не знаю, куда этих фронтендеров девать. Вот кого-то третьего спросишь, он говорит, ну, вообще, бэкэнд вот хорошо, вот. И я так понимаю, что люди вроде бы все экспертные, но на самом деле у них совершенно разный взгляд на рынок. Вот хотелось бы узнать у вас, вот именно вот с такого, с новичковской, которые новички хотят куда-то войти, вот что с этим? Да, но у меня как бы нейтральное мнение в этом смысле. Во-первых, считаю, что да, люди должны поступать, учиться программированию. Я вообще говорю, что в будущем, ну, возьмите 20 лет вперед, программирование станет таким же обязательным, как и знать математику или английский язык. То есть оно будет... То есть его в школах будут преподавать? Да, естественно. По идее у нас и преподают, просто как бы уровень преподавания слабый, да? А затем как бы в будущем оно будет требоваться даже у юристов. То есть они должны будут знать определенный уровень мышления, да? То есть определенный алгоритм. То есть нет необходимости им что-то делать, писать, но они должны понимать, да? Видя код, они должны просто понимать. Так же, как сейчас, допустим, ну, неудивительно, если кто-то скажет, я знаю английский язык, да? То есть это уже неудивительно. Я так понял, вы больше говорите о компьютер-сайенс каком-то, а да, ну, программирование как общее, да? Поэтому, я думаю, люди все подряд должны изучать программирование. Ну, в каком смысле? Хотя бы азы, да, вот вообще, что такое язык программирования и тому подобное, да? И вот, переходя к уже начинающим программистам или те, которые хотят в эту отрасль войти, чтобы зарабатывать, да, скажем, уже, которые хотят серьезно работать, я думаю, да, как бы, думаю, многим есть место. Все зависит, насколько они себя поднатаскают, да. Я видел ребят, которые всего лишь 3 месяца учатся и потом выходят, очень интересные вещи делают за короткое время, да. Но я видел также других ребят, которые 2 года работают в этой отрасли, и потом сложно им пройти интервью. То есть все будет зависеть от самого человека. Я и соглашусь с теми, которые говорят, ну, их очень много, что делать, да. Но что интересно, я вот, ко мне приходили на интервью ребята, которые говорили, давайте, можно к вам на стажировку попасть, да. То есть бесплатно там месяц поработать? Да, у меня обычно 2-месячный период проверки их, да. Но я посмотрел на них, задавал вопрос и вижу, что они слабенькие, да. Я им направление даю, говорю, вы вот это направление изучите, говорю, и затем, скажем, через несколько месяцев еще раз попробуем, да. Что интересно, они такие классные ребята, через буквально 3 месяца я узнаю, что они открыли IT-школу. Эти двое ребят, да, то есть... Ну, самих знания были так себе. Да, они начали преподавать, сейчас у них более 200 студентов на данный момент, то есть как бы в реальном времени настолько много студентов, они просто очень хорошие менеджеры попались, да, то есть они, их как бы направление такое интересное стало, что они набрали ребят, которые компетентные, да, на роль преподавателя, набрали студентов и пошли. Они сейчас зарабатывают бешеные деньги. Хотя я их в свое время отшил, да, то есть, поэтому даже если кто-то не проходит чье-то интервью,
Допустим, кто-то мое интервью не проходит, кто-то вот интервью одного другого игрока, да, на нашем рынке. Но это не должно как бы влиять на хороших ребят, то есть они не должны падать духом, что вот меня в одном месте отшили, в другом месте отшили. Да? Вроде KFC, у нас есть KFC, да? Он в Штатах, когда открывался, его вроде 240 с лишним раз отшивали. То есть когда он ходил искать деньги, ему, грубо говоря, нигде не соглашались, да? Кто будет брать курицу, да? Ну, то есть, если чисто статистически посмотреть, что если ты будешь упорным подавать резюме и ходить на собеседование, то либо сегодня, либо завтра ты работаешь. Конечно, вот смотрите, да? Как минимум, что интересно. У одного это может быть 5, у другого 100, но... Да, но смотрите, что такое интервью? И люди думают, что на интервью нужно идти как бы, это как будто тебе ультиматум, да? Либо ты идешь, ну, подавать на работу и оставаться на работе, либо типа ты не должен, да? Нет, интервью это как будто курсы. Многие говорят, что это такой же навык, как программирование, также интервью. Да, то есть это да? Часовой курс. Допустим, кто-то час, кто-то 2, я обычно 2 часа разговариваю. 2 часа со мной от меня получить определенный совет или поговорить со мной. Там, я даю возможность любой вопрос задавать, да, в конце интервью. То есть это целых 2 часа возможности что-то узнать. То есть не обязательно ты должен идти с таким как бы либо-либо мнением, да? То есть ты можешь туда идти, чтобы просто научиться. У меня есть знакомые, которые ходят по интервью не чтобы найти работу, а чтобы натаскать свои технические знания. Вот настолько интересно. Наверное, это еще хороший способ понять, что сейчас на рынке востребовано. Абсолютно. Да? Вот каким образом я попал в Amazon. То есть я не собирался в Amazon подавать. Я очень любил, в то время жил в Корее, очень любил Корею, я думал, там буду всю жизнь жить, да. Но просто мне было интересно, что вообще в мире сейчас спрашивают, потому что я очень давно не участвовал в интервью, да. И вот потом подался, прошел интервью, и вот так все сложилось, да, что интересно. Поэтому, коротко, если говорить, то есть место и новичкам тоже, просто они должны быть более упорные, да, по сравнению с теми, у кого уже есть опыт. И вот еще вот как раз мне интересно, вот допустим, вы проводите интервью, 2 новичка, смотрите, уровень технический примерно одно и то же. Но вот какие качества вы поймете, что вот этого я возьму, а этого, наверное, все-таки нет. Вот какие, на ваш взгляд, качества сейчас важны, кроме вот хард-скиллов? Да. Если, скажем, да, дано, что технические знания у них одинаковые, то, естественно, вот софт-скиллы, умение общаться. То есть я в нашу работу, нашу кыргызскую компанию Mancho Devs в основном набираю тех, у кого отношения очень близка и ценности близки к нашим. Да? Я хочу, чтобы при входе в нашу команду он сработался с нынешней командой, и команда его приняла, он там чувствовал себя удобно. Допустим, в каком смысле? У нас вообще команда очень дружелюбная, очень любит друг другу помогать. У нас есть система Kudos, то есть мы внутри команды благодарим за все, что можно благодарить. Допустим, я не знаю, лишний раз подвинул стул, который мешал совсем, вот тебе кудос, да? И все это замечают, и все это мотивируют других, да? Быть доброжелательными и помогать друг другу. Поэтому новичкам довольно легко. Но иногда бывают те, которые имеют определенный образ мышления или вообще поведение, который не совсем сходится с командой. Допустим, иногда они конфликтуют. Да? В каком смысле? Они спорят, какое решение должно быть более-менее правильным. Да? И им в итоге сложнее. В итоге уходит тот, который не принимает зачастую
мнение других. То есть они спорят, потом даже у меня были случаи, когда более опытные программисты, я их увольнял, потому что они, даже если спорили с менее опытными ребятами, но они создавали вот такую некомфортную атмосферу, да. И вот, то есть в итоге на интервью смотрю на их отношения, то есть я задаю вопросы, говорю определенную ситуацию, допустим, что бы ты сделал в таком случае, да, и исходя от их ответа, думаю, насколько они подойдут к нам в нашу команду. Это в принципе, одинаковая тактика, стратегия при интервью, которую мы используем в Амазоне. То же самое. Половина времени мы спрашиваем leadership skills, то есть навыки лидера, и вторая часть это технические hard skills. То есть правильно я понял, что, допустим, непосредственно в вашей компании Manicho Devs, там именно софт-скиллы важнее. Так вы сказали, что иногда даже более опытных увольняете, потому что, может быть, он, разумеется, по хард-скиллам лучше, чем какой-нибудь. Я думаю, больше да, чем нет. Да? То есть, почему? Потому что мне сложно будет, практически невозможно чье-то поведение изменить за короткое время. Человек уже в 20 с лишним лет уже установленный, то есть он либо вот такой сопернический, либо, допустим, дружелюбный, либо просто он тихий и не любит ни с кем разговаривать. Да? Он то есть просто по ходу любит... вы его можете натаскать, а уже характер не измените. Да? Вот, да. То есть технически я могу его научить, а вести себя каким-то образом намного сложнее. И вот у меня еще один вопрос. Что вот ждет работодатель от новичка? Вот буквально 3, вот, на ваш взгляд, вещи сейчас. Самое важное. Важно, чтобы он быстро учился и показывал результат. То есть, по идее, конечно, это все требует опыта, да? По идее, я ожидаю, что любой человек может, в принципе, в первый же день показать результат. То есть просто тебе дали доступ к коду, тебе дали задачу. В принципе, если у тебя есть знания, ты можешь в первый же день отправить изменения в коде. Да? Да. То есть мы же, естественно, не будем очень сложную задачу давать. Мы просто дадим задачу, чтобы он просто пощупал. Допустим, оставить какой-то комментарий, да, там думать нечего, да, но многие ждут, и в принципе это ошибочно, даже более опытные мидлы, они думают, что они должны 2 недели изучить систему, понять, где что работает, чтобы не ошибиться, они боятся, что ошибутся, да. Нет, не нужно, то есть ты, тыкая, ковыряясь, научишься быстрее. И плюс у тебя с первых дней уже будет результат. Да? То есть ты можешь сказать, вот я вот эту фишку закрыл, я вот эти мелочи закрыл. Пусть они будут мелочи, но ты что-то закрываешь. У меня были стажеры, которые, я жду месяц, у меня 2-месячный испытательный срок. Да? Я жду месяц, на где-то 6-5 неделю они отправляет какое-то изменение кода, да, который я перепроверяю 2-3 раза, в итоге 2 месяца проходит, и я всего лишь одно их изменение принимаю. Да. Они профукали свое время. У них было 8 недель. Они просто ждали, что они когда станут лучше, там, изучать систему. Система очень большая, они не изучат за короткое время. Им нужно просто показывать результаты, и все. Если ты покажешь результат, если мы видим, что человек старается, сидит допоздна или с ребятами целыми днями сидит, занимается, то мы же видим, что в принципе, если дать ему еще немного времени, он хорошо натаскается. Да? То есть мы понимаем, что такое 2 месяца, но тем не менее человек должен показывать определенное усердие, что он в действительности пытается. И вот у нас есть здесь доска, и я надеюсь, у нас сейчас понадобится. Многие вот у нас спрашивают, какой вот стек технологий вот сейчас на скидку новичкам вот вы бы порекомендовали изучить? Потому что очень многие сталкиваются с тем, что если раньше там какую книгу нашел, там в какой-то старой библиотеке ее изучил, там без интернета выучил и все, а сейчас такой избыток
Тут говорят, учить Python, потом никому не нужен. Вот на ваш взгляд, вот накидайте буквально 2-3 стека вот для таких вот людей, которые колеблются и не знают. А вот, учитывая ваш авторитет, они могут понять, что он действительно, они не пропадут, если действительно это изучится. Я ничего нового сейчас не скажу, но, во-первых, у нас есть определенный стек, как фронт-энд, да? Фронт-энд, он делится на два, да? Тут идет веб, и тут еще идет мобайл, да? У нас есть бэкэнд. По идее, у нас есть еще более другие направления, как DevOps, да? У нас есть QA, у нас есть infrastructure, да? Infrastructure. Но это ничего нового нет. Естественно, для новичков им легче всего суваться и начинать с этих двух направлений, да, с фронтенда и с бэкенда. Лучше не рассматривать, да, это уже более, ты должен понимать, как система работает, да. Здесь QA, по идее, вход в QA намного легче, ты просто тестируешь, тебе не нужно знать программирование, да, тебе все, что QA, с чего начинает QA, то есть Quality Assurance, да, те, которые отвечают за качество продукта, да, они могут просто, что они делают? Им дают приложение, они просто его тыкают и говорят, вот здесь перестало работать. Вот. То есть за рубежом есть курсы, куда идут сотнями людей, те, которые боятся программирования, но хотят войти. Поэтому очень многие заходят в QA и просто начинают от тестировщика. Со временем в чем нюанс тестировщика? То есть они начинают тестировать, да? Хорошо, они тыкают, но как только команда возрастает или количество продуктов на их тарелке возрастает, то они перестают успевать, да? Они думают, блин, я вот это одну и ту же проверку делаю каждый раз, и мне уходит 5 минут, да? Умножу это на сотни раз, да? И говорит, так, что бы мне сделать, чтобы меньше тратить на проверку, но в то же время делать проверку? Автоматизировать, да? То есть они учатся писать какой-то скрипт, это уже частично программирование, и они автоматизируют определенную комбинацию действий, чтобы протестировать что-то, да? И таким образом они по чуть-чуть входят в программирование. То есть легче всего, естественно, вот сюда войти, но... Почему вы не советуете войти? Тут я хочу, чтобы люди поняли, действительно ли они хотят стать программистами. То есть, если хотят стать программистом, то нужно сразу идти сюда, не бояться. А сюда приходит очень много, за рубежом сюда приходит очень много людей, которым уже за 30 лет. Они думают, ой, мне это тяжело будет, да. Вот этот стереотип есть, да, и они начинают от этого. Хотя, с другой стороны, я тоже знаю очень много молодых ребят от 18 лет и выше, которые идут в QA тоже за рубежом, да. Но если ты хочешь стать программистом, иди сразу. Тут просто интереснее будет, что ты сразу уже вольешься, вкусишь, да? Чем здесь будешь 3 года мучиться, а потом 3 года прошло, за 3 года ты бы мог, в принципе, стать медлом уже, да? Я бы удивился, если бы не стал бы. Даже при средних таких, конечно, умениях, просто... Да? Ты просто каждый день старайся, усилия прикладывай, и у тебя получится, тут просто опыт возьмет верх, да? И вот, в итоге у нас есть фронтенд и бэкенд, да? Для веба, другого варианта нету, как JavaScript, да? JavaScript. Mobile тут есть и нативный Swift, да? Это iOS, да? Swift, есть андроидовский Java, да? В принципе, Java, он частично и бэкэнд, да? А также сейчас есть новое направление, это Dart, да? Dart это ты можешь написать, используя фреймворк Flutter, который будет работать и для iOS, и для Android. Если писать Swift, то он только для iOS, да? Java только для Android. Есть, конечно, другие flavors, да? Java, Kotlin можно.
есть другие ненативные, то же самое JS, да, ну, через React Native. Вариантов много, но... Все они хорошие, одинаковые. Да, скажем, более-менее. Да, конечно, нативные, они позволяют тебе написать более слаженный интерфейс, да, работы интерфейса, чем не нативные. За исключением вот Dart. Dart — это такое для меня золотое звено, которое дает больше, чем как бы... То есть вы для мобилки все на Dart делали, да? И так, все наши 4 продукта исключительно Dart. Мы намеренно это сделали, потому что я хочу, чтобы была одна сильная команда, нежели 2 помелких команд. Да? И вот, выбираешь программирование сайтов, либо мобильных приложений. Да? Люди еще выбирают бэкэнд. И тут вопрос, вообще, какое направление выбрать, люди не понимают, да? Поэтому существуют всякие мастер-классы, да? Там часовые бесплатные мастер-классы, куда идешь, они как бы дают то же самое, о чем мы сейчас разговариваем, но более расширенно объясняют, что такое фронтенд, что такое бэкэнд. Но я бы сказал, что 1 часа, по идее, недостаточно. Я думаю, вот как раньше у нас в университетах было Intro to Computers, да? У нас обучали Word, PowerPoint и тому подобное, да? То есть нас заставляли изучать все, и Excel, и Visual Basic внутри Excel. Не обязательно, что мы станем, там, я не знаю, да, но тем не менее они учили, то есть чтобы мы понимали, что что-то есть, да. Если бы у нас были бы курсы, скажем, целый месяц ты делаешь все вместе, и потом из них ты понимаешь, оказывается, у меня туговато с интерфейсом, то есть я что-то дизайнить не могу, поэтому пойду в бэкэнд, то было бы лучше, да. И вот, и в бэкэнде есть тоже куча других языков, естественно, очень популярный Python, да, Python. Затем есть тот же самый Java. Вот один плюс Java то, что у нас есть курсы, допустим, в Geektech, где обучают Android разработки на Java, да. Что хорошо, эти ребята, в принципе, могут, если захотят, применить свои знания и в бэкэнде, то есть использовать тоже Java. Да? У нас есть компании, которые, вот наша Ошка, Мегаком, у них на бэкэнде Java. Поэтому, в принципе, если ты выбрала определенный язык, вот я бы как посоветовал выбирать язык, да? Вы просто сделайте такую мечту попасть в какую-то компанию у нас в Кыргызстане. Сделайте небольшой ресерч, исследование, что у них там требуется. И просто таранить в этом направлении. Все. То есть, как вариант, исходить из своей мечты. Да, допустим. Я хочу попасть в компанию А, я узнаю, что там за стек, и его... Вот, допустим, к примеру, чтобы попасть в нашу команду ManchaDevs, нужно изучать либо Dart, да, то есть для мобильной разработки, либо JavaScript для фронта. Но у нас в бэкэнде мы тоже также используем JavaScript. Да? То есть у нас только 2 языка в компании. То есть Dart это очень... И то структура Dart... По идее, одна и та же команда, которая разрабатывает гугловский V8, то есть это движок, который позволяет работать на JavaScript, эта же команда и разработала язык Dart, да, который используется для Flutter мобильного программирования. Мы в нашей команде только 2 языка, Dart и JavaScript. Это намеренно мы делали, чтобы и бэкэндщики, и фронтендщики, они взаимодействовали, чтобы если нужна кому-то помощь, допустим, бэкэндщики имеют тенденцию что-то любить оптимизировать, да? А фронтендщику, допустим, где-то может понадобиться помощь. И тут бэкэндщик пришел, сказал бы там, смотри, вот здесь ты мог вот так сделать, и она бы у тебя лучше бы работала, допустим, да? Если бы это было Python и JavaScript, никто никому не поможет, они 2 команды, и они друг с другом не тусуются. Вот. Поэтому у нас еще JavaScript не только фронтенд, бэкэнд, у нас вся инфраструктура написана на JavaScript. То есть сейчас в IT, вообще в программировании,
очень за рубежом акцент делается на такое понятие, как infrastructure as a code, да, то есть инфраструктуру в виде кода. Да, то есть раньше было, что люди тыкали, и, допустим, добавляли сервера вручную мышкой на сайте. Да? Сейчас это все делается в коде, то есть можно делать в коде. В Кыргызстане вот этого еще не так уж развито. И что это дает? То есть если ты напишешь любой код, то есть любую вещь в коде, то означает, ты можешь его протестировать. Значит, твоя вся инфраструктура будет testable, то есть будет поддаваться тестированию, что уменьшит количество багов. Да? Вот, в принципе, вот такое направление я бы посоветовал. Короче, можно выбирать все, смотрим, какие компании мы хотим там закрепиться и изучаем. Да. Да. Так, в принципе, все хороший выбор, без ничего, это здесь нет, что не будет актуальным там в ближайшие годы, да? Здесь нет, Python будет продолжать жить, Java это топ-язык среди крупнейших корпораций мира, JavaScript это весь интернет везде, держится на JavaScript. Да? Dart это вот такая сейчас поднимающаяся звезда, что заполонит все остальное. То есть мы выбираем Dart и JavaScript. То есть если вы хотите попасть к нам, то именно эти два языка нужно изучать. Поэтому выбирайте компании у нас в Кыргызстане. Их у нас немного основных, да? Десяток всего лишь. И скажите, я вот сюда хочу попасть, встретитесь с кем-то, узнайте требования и дайте себе, год. Вот сегодня какое число? 19 апреля, допустим, да? Кто-то может 19 апреля в следующем, 23 году уже устроиться реально программистов в эту я компанию. выучил Dart, JavaScript, можно интервью у вас пройти? Конечно, мы с руками и ногами возьмем. Естественно, ты должен показать определенный уровень старания. То есть мы понимаем, что ты новичок, у тебя нет коммерческого опыта, но ты покажи, что ты заинтересован учиться. Да? И не просто там «я хочу учиться». Да? Нет, ты должен рвать себе все, чтобы это доказать. В этом будешь ты отличаться. Вот с одного курса я привел, что в одном только курсе 200 человек выпускается. Да? Этих курсов сейчас как грибы растут. Но я еще слышал, что по статистике заканчивают их там, в лучшем случае 20%. Да? Даже, скажите, 20%. И у нас сейчас их десятки таких курсов. Умножить означает ежемесячно, возможно, раз в квартал выпускается где-то 2000 человек, допустим, да? Округли 1000 человек. Чем ты отличаешься от этих 999 человек? Вот ты чем-нибудь отличись, покажи, что ты. Резюме какое-то особенное, да, вот что мне интересно, если вот хорошо вы затронули про резюме. К нам отправляют кучу писем на нашу почту hire@mancha.dev. А есть примерно сколько на одно место вот вы вакансии запустили? Если честно, я не считаю. Примерно 10, 100, 2. Допустим, у нас всего лишь 3 позиции, да, допустим, PM-щика, точнее 4 PM-щика, проектного менеджера, SMM-щика, бэкэнд-разработчика на JavaScript, то есть Node.js, и фронтенщика либо JavaScript, либо Mobile Dart. Да? И люди иногда, знаете, как интересно, вот я не знаю, как они думают вообще, из чего они исходят, отправляют заголовок либо пустое письмо, да, то есть subject пустое, и говорят, они вообще ничего не, файл прикреплен. Без здравствуйте. Там, без здравствуйте ничего. Они даже на какую позицию не пишут. Просто пришло письмо без темы. Типа вы должны обрадоваться и скачать файл. Да, и типа, да. Вот странные люди. Что я говорю? То есть это диалог с компанией, с потенциальным вашим работодателем. Да? Вы составите диалог. Кто вы вообще? Здравствуйте, меня зовут кто-то, кто-то, да? Неважно, сколько тебе лет, это мне не важно. Откуда я про вас узнал, почему я к вам подаюсь, какое мое образование. Коротко, допустим, один параграф напиши, это такое приветствие. Да? Это дает понять твой профессионализм, да, вот, насколько ты умеешь с человеком общаться. Если ты на интервью придешь, ты же не будешь там, я не знаю, уперся в одну точку и не здравствуйте, и говоришь, типа,
твое дело меня интервьюировать, да, как будто он нам нужен, да. Нет, то есть ты должен уметь себя продавать. Также люди спрашивают, ой, у нас в Кыргызстане обучают на курсах, что у тебя резюме должно поместиться, все твое резюме должно поместиться в одну страницу. Да? Мое резюме 8 страниц. То есть человек, то есть вы подаете на какую-то позицию, да? Либо мы вас находим в каких-то соцсетях, в основном в LinkedIn. Да? Я уже сделал полшага, я кликнул на твой профайл. Зачем я кликну? Чтобы ознакомиться с тобой, правильно? То есть я хочу прочитать о тебе максимально и понять, подходит ли этот человек или его просто отфильтровать. Да? А тут захожу, и тут написано, там, скажем, 2019 год, present, да, настоящее время, название компании, запятая программист. Какой ты программист? Слышал такое мнение, что как раз резюме должно быть одностранично, потому что HR их там стопку принесут, а им вот такой фолиант не хочется читать. Я не знаю, каким HR так везет. Не знаю, То есть естественно, нам приходят, допустим, не стопки, 20-30, да? Из них, допустим, если пришло 20, из них, скорее всего, 18 сразу идет трэш. Почему? Потому что у них нет приветствия. Да, остальные 5 мы рассматриваем. Но когда мы рассматриваем, мы же намереваемся потратить время, познакомиться с человеком, да? А он пишет фотка, там, что-то, где работал. Он не описывает, над какими технологиями он работал, что использовал. Ты программист, возможно, есть такой интересный, очень такой мощный язык программирования, называется Go, да, Golang. Возможно, ты занимался Golang, а мне очень неинтересен Golang, допустим, в моей компании, да? А ты об этом не пишешь, вроде там, года есть, опыт работы я вижу, но я не вижу, чем ты еще занимался. Но если бы возможно, ты занимался именно над теми технологиями, которые мы используем, ты просто их не описал, и я так посмотрел, очень сухо убрал. А возможно, ты был именно тот, который нам был нужен. Поэтому нужно, по крайней мере, описать, чем ты работал. Хорошо, будет шапка в какой-то год, где-то проработал кем-то, опиши, над какими проектами ты работал. Или даже это, если не коммерческий, а пэт-проект тоже нужно описать. Конечно. Да, я Допустим, такой-то сайт. Очень правильный вопрос. Вообще, что делать студентам? Да, у них нету коммерческого. Опыта, да. Вот. Пишите про проекты в университете, над которым вы работали. Опишите, это был такой-то проект, я использовал там базу данных, подключил через бэкэнд, фронтенд накатал, код залил в GitHub, можете посмотреть. Я старался придерживаться чистому коду, чистой архитектуре, тому, что нас учили. Ты уже за 2-3 предложения уже показал свое отношение к программированию. Ты думаешь, он какой интересный человек, да? Да, абсолютно. То есть не важно, что у тебя нет коммерческого опыта. Важно, что с существующими, что тебе предоставлялось, как ты отнесся к этим заданиям. Поэтому у нас есть выход, просто люди иногда ленятся. Даже просто-напросто написать приветственное письмо. Понятно. То есть, опять же, софт-скиллы – это наше все. Без Да. них даже если ты отличный специалист, но если с ним не разговариваешь, тебя никуда не возьмут, скорее всего, да? Это уже, конечно, наверное, если ты сеньор такой, интроверт, там уже все равно. Вот как раз давайте перейдем более уже от трейни и джуниоров к мидлам, сеньорам. Вот сейчас что с ними? Вот мы поняли ситуацию, допустим, на примере отдельной компании с джуниорами, а вот теперь с мидлами и сеньорами, опять же, всем видам есть место. То есть я знаю компанию, которая набирает очень сильных ребят, неважно, они team players или нет, они сильные. Им даешь задание, они делают. Каким компаниям такие ребята нужны? То есть интроверты, которые не любят с кем-то общаться, это аутсорсинг-компания. Есть компания, которая зарабатывает на международном проекте каком-то, да?
им нужно сделать задачу вовремя. Какое качество, наилучшее качество или приемлемое качество, их не важно. Главное, чтобы сработало, но не было совсем плохим. Такой средний пойдет, но вовремя. Вот этим компаниям нужны сильные ребята, которые могут, в принципе, в одиночку справиться. Да? Это вот такая категория людей. Я таких ребят не беру. У нас продуктовая компания, да? Мы аутсорсингом не занимаемся. Мы хотим создать самый лучший UX в нашем направлении, да? В медицине. Мы хотим создать такое приложение, в котором человек просто, когда подумает о медицине, другого приложения в голову не приходит. Мы выпустили приложение MedCheck, в котором человек может найти врача, клинику не только по направлению, допустим, стоматолог. Да? Наш таргет также и захватывает и районы нашей страны в тех местах, где грамотность довольно низкая. То есть мало кто знает слово окулист. То есть это мы знаем городские, да? А там просто у людей глаз болит. Как им найти врача? Плюс, возможно, не у всех русские натянут, да? Поэтому они могут писать на кыргызском. В нашем приложении люди могут писать на 3 языках, и можешь ты писать симптомно. Глаз болит, gözüm ауырат на кыргызском, да, или там другие части тела. Да? Ты можешь описать, и система найдет более подходящих врачей, профессионалов в этом направлении. Да? То есть мы с этой точки зрения смотрим. Нам важно, чтобы программисты они горели создать что-то лучшее, а не просто «у меня есть задание, я же выполнил». Все, в 4 вечера я же выполнил, я свалил. Нет. У меня есть ребята, которые... Я прихожу утром, они спят на кушетке и на пуфике, и они, оказывается, еще не ушли со вчерашнего дня. Кстати, здесь вопрос, это хорошо или плохо? Я считаю, я не заставляю их так поздно работать, да, но я вижу их отношения. Я вижу, что они хотели что-то добить. Они сказали, что мы просто не хотели эту вещь откладывать на завтра. Мы хотели сегодня закончить, и все. Что они делают? До утра работают, утром уходят, и все. То есть я им говорю, все, сегодня отдыхайте. Да? То есть, вообще у меня нет определенного графика работы. Главное, ты выполняй командные работы, и все. Я не смотрю как единичный человек, то есть производительность одного индивидуума. Я считаю по команде, да. То есть для аутсорсинг-компаний на где-то 5-6 человек выделяется 1 PM, который пингует каждые 2-3 часа. И, допустим, говорит: Саша, вот сейчас, допустим, 10 часов, Саша, что ты сделал? В час тебе опять: Саша, за 3 часа что ты сделал? И тому подобное. То есть для меня это очень... Надоедли, давление, и ты постоянно на иголках сидишь, и у тебя нужно 8 задач завершить за день. Не завершил, у тебя минус идет от твоей зарплаты. Но если ты это делаешь, тебе дают конкретные деньги. То есть они платят, естественно, намного выше, потому что они получают в долларах, скажем, да, за рубежа большими, они получают за часы времени. Мы платим меньше, мы продуктовая команда, мы нацелены на местный рынок, да? Поэтому те, которые уже становятся более-менее сильными ребята, они идут в аутсорсинг. Но здесь отношения ребят категорически разные становятся. То есть профессионалы, да, в обеих случаях может быть профессионал, но иногда у людей отпадают софт-скиллы. В этом разница аутсорсинга от продуктовой компании. А вот что касается именно наших государственных компаний, программистов, вот я смотрел, что на доске объявлений очень много требуется программистов, различные государственные органы, налоговую, таможенную службу и так далее. Вот что вы об этом можете сказать? В целом, я бы сказал, ситуация
удовлетворительная для государства. То есть на профессиональном рынке довольно плачевно. Да? То есть я встречался и с программистами в госорганах, в котором они спрашивают, просят меня найти проблему в их программе, которую пишут не они сами, а зарубежные компании там, в Молдове, на Украине раньше, в Беларуси. То есть, что интересно, наши госпрограммы пишут зарубежные ребята. То есть в этом ничего плохого, просто, блин, у нас своих довольно много, и нужно своих таскать, натаскивать наших. Естественно, ты, если не будешь никогда давать возможность апробировать, улучшиться, что-то сделать самим, как они будут расти? Естественно, мы что делаем? Нам выгодно работать над аутсорсинговыми компаниями. И все, над аутсорсинговым проектом. Поэтому у нас как бы дележка идет, все делятся сюда, а в государство идут те, которые не попали сюда, то есть слабые. Да? Если слабые попали, естественно, они не могут справиться с делом, и государство говорит, так, у нас программисты в Кыргызстане очень слабые, давайте нанимать там, россиян. Да? Вот так у нас работает. Довольно просто те руководители, которые на определенных позициях, они не уделяют этому внимания. Во-первых, очень большие деньги уходят за рубеж. Тут мы еле как ПВТ пытается, там, парк высоких технологий, это ассоциация таких программистов, которые зарабатывают из зарубежных проектов. Да? То есть деньги вливаются в Кыргызстан, деньги переводятся в Кыргызстан, и эти деньги остаются здесь, мы тратим. Но в случае государства, ну, там другая политика, естественно, я понимаю, там нужно побыстрее освоить определенные суммы, определенный бюджет, поэтому они большую сумму, и немалую, довольно большую сумму отдают в другие страны. Вот это мне как бы не сходится с моим мышлением. Мы говорим, что мы бедная страна, не можем деньги достаточно накопить, а тут мы сами добровольно отдаем в другие страны. У нас, если надо, можно набрать 20-30 очень хороших программистов, собрать команду и сказать, вот, работать над вот этим госпроектом. Вам бюджет выделен, сделайте. У нас найдутся ребята. Конечно, у нас есть ГЧП, государственное частное предприятие, Инфоком, да, которое довольно хорошо сейчас идет. Наверное, они платят зарплату больше, чем коммерческие компании. У них бешеные зарплаты. То есть у них самих непосредственно программистов? Да, у программистов в Инфокоме. То есть, ну, я понимаю, почему. То есть они зарабатывают конкретно. Возьми только один продукт. Какой? Паспорт, который они сделали коммерческим. То есть раньше за паспорт платить нужно было мелочи и ждать довольно долго, потом взяточность своей ты мог это сделать быстро, а они сделали взятку официально. То есть они повешали прайс-лист, по которым ты можешь быстро оформить себе загранпаспорт. Да? Это стало настолько бомбенным продуктом, что он кормит сейчас очень много программистов в Инфокоме. Да? Я, конечно, про этику такого вида не буду говорить, но тем не менее это работает в Инфокоме. То есть в Инфокоме есть много других продуктов, да? И, естественно, они очень хорошо зарабатывают и довольно хорошо платят. То есть это как бы успешный пример госпрограммистов. Да? Но, тем не менее, есть другие департаменты Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел, медицины, финансирования, Нацбанка и тому подобное, где налоговой, таможенной, где это очень-очень хромает. То есть там программисты, с которым ты можешь лицом в лицо поговорить, и он как будто тот первокурсник. Хотя он вроде в этой системе, допустим, 5-6 лет. То есть он застрял в том времени. Почему? Это не его как бы вина, то есть он тогда
туда попал свежим, зеленым и намеревался там научиться. Пришел, а там нету определенного менторства. То есть могут быть там хорошие программисты, но они не умеют менторить или не хотят. То есть это такая проблема более опытных программистов, которые, чтобы удержать свою позицию, они не хотят делиться знанием, да? Чтобы команда, компания зависела от них. Да? В моей команде такие моментально уходят, то есть они не задержатся. Мы видим, я их сразу увольняю. В ГОС к ним и так не приходят люди, поэтому они держат ребят просто на зарплате, и те уже в комфортной зоне работают, да, то есть ничего не развиваются, но в то же время и не просто. Однажды ко мне пришел на интервью один человек, который говорит: я уже 2 года здесь работаю, говорит, но я работаю над одним проектом один, говорит. Говорит, меня никто не проверяет, никто не читает мой код, никто не смотрит на качество. И говорит, мне комфортно, говорит. То есть я ему сказал, ко мне придешь, я спрашиваю, ты умеешь писать тест? Он говорит, я никогда не пишу тест. Я говорю, вот у меня нужно будет научиться тест, потому что я ни один твой код не приму без теста. Да? В итоге разговорились, и он отказался работать у нас, потому что, говорит, мне там комфортно. То есть испугался выйти из зоны комфорта? Да, мне, говорит, комфортно. Говорит, а вдруг вы через 2 месяца, я вам не понравлюсь, и вы мне уволитесь, а я и ту работу потерял, и у вас не работаю. Я говорю, ну, если ты уже заранее знаешь исход дела, то понятно, да? Вот, то есть вот такие мои видения, мысли насчет более опытных ребят, насчет программистов в госорганах. У нас вообще очень интересный рынок, то есть у нас всех хватает. У нас не хватает людей, которые организовывают, сплочают людей, да, то есть определенное направление, особенности в госучреждениях. И у нас осталось совсем немножко времени, мы уделим их вопросам читателей, которые выслали нам вопрос, вот один человек сразу несколько выслал. Вот, и я выбрал самые 5, на мой взгляд, интересных. Вот один вопрос. Обязательно изучать алгоритмы? Я так понимаю, это для новичков? Да, в основном для новичков. Люди идут на вот эти короткие курсы, 3, 6, 9, 12, 1,5-годичные курсы. И в основном они учат техническим знаниям. То есть тебе дано вот это, если ты его вот так сделаешь, то будет результат вот это. То есть они натаскивают на этом направлении. Да? В итоге что происходит? Человек умеет решать определенную задачу. Да? Но как только ты немножко произойдет deviation, то есть ты с курса немножко сойдешь, они теряются. То есть как только там нужно будет дополнительно думать, или просто можно было бы сделать более оптимально, знал бы ты определенный алгоритм, они теряются. И как бы в долгосрочной перспективе, если ты хочешь стать программистом, всю жизнь работать на этой позиции, то ты должен знать алгоритмы, структуры данных. Это основа, это как будто вас научили, как решать определенное уравнение, и сказали, вот подставишь x, y, z, у тебя будет вот так. Поди, какая калькуляция, неважно, то есть ты просто подставь, у тебя будет результат и все. А что за такая функция, что она делает, для чего, типа тебе не интересно, да? Ты главное подставляешь, результат получается, и ты доволен, получаешь деньги, да? Но ты, если в итоге захочешь перейти уже на следующий уровень, то есть я не знаю медлов из, медлов, я не знаю синьор таких старших разработчиков, которые, плохие в алгоритмах. То есть ты не можешь стать сеньором
То есть для джуниора не знать алгоритм это норма, уже для мидла, если да, то есть странно. какое отличие в нашей команде, допустим, когда ты junior, когда ты middle? Я говорю, вы поймете, что вы middle, если вы данную задачу выполняете сами без чужой помощи. Значит, вы middle стали. То есть junior никогда не сможет какую-то средней сложности задачу сам решить. Он все равно подойдет, спросит, уточнит, там подобное. Middle уже в этом не нуждается. То есть разница мидла то, что ты ему задаешь средней сложности, иногда сложную задачу, он может его сделать без проблем, то есть он его до конца добьет сделать. Возможно, она не будет такой очень супер оптимальной, не совсем чистый код может быть, но он работает. То есть ему дашь задание, он его сделает, в отличие от джуна. Да? А senior эту же задачу сделает за более короткое время, более оптимально. И уже он продумает дальнейшие возможности, как модулярность, то есть его можно дальше expansion делать, то есть расширять. Да? Это senior уже продумает. Возможно, middle он не продумает. Он сделает задачу, но оно не будет оптимально. Вот в этом разница. Понятно. Следующий вопрос. Какой компьютер нужен для программиста? В принципе, бренд не важен, но в зависимости от того, чем ты хочешь заниматься, везде без разницы, кроме, допустим, если ты хочешь заняться мобильной разработкой для iOS, тебе нужен Mac. Да? А в целом, если так, для других программистов, ты можешь выбрать любой компьютер. Главное, желательно, чтобы там было 16 гигов оперативки, 8 уже вообще не тянет, особенно если кто-то сидит на Windows. 16 оперативки, там определенные процессы, в принципе, уже не важно. Уже не важно. Главное 16 оперативок. Любой современный компьютер, 16 оперативки и подойдет. И иногда люди спрашивают, лаптоп или комп? Лаптоп. То есть чаще всего тебе будет удобнее выйти куда-то даже в кофейне поработать или между двумя встречами можешь там полчаса поработать где-то на коленях. Да? Просто монитор стоит и подключен. Да, и все. Да. Так, следующий. Подскажите секреты, чтобы пройти собеседование. На этот вопрос, мне кажется, уже более чем ответили. Вот тоже интересно, куда лучше идти? В крупную компанию, в стартап, и мы еще государственные компании. Куда чтобы именно прокачать нормальные навыки? Если на рынке Кыргызстана, что интересно, иногда в крупную компанию попасть легче. Почему? Потому что у них довольно много своих программистов, и разбавить слабым или новичком для них не проблема. Да? То есть они смотрят на потенциал, в кого этот кандидат превратится. Да? Поэтому зачастую попасть в большую компанию довольно легко. А наоборот, мелкие компании, они думают, у них, одно только место, они хотят найти того хорошего программиста, они будут выборочно ковыряться. Да? Поэтому это все зависит. То есть вы выбираете какую-то компанию и просто таранитесь в этом направлении. Все. И последний вопрос. Что такое облачное хранилище Amazon? И как на пальцах объясните? Да. Начнем с того, что было до. Да? У нас есть компьютеры. Более мощный компьютер называется серверами. Да? То есть у кого-то где-то в офисе стоит сервер, туда кто-то загружает сайт, и теперь он доступен через интернет. Да? Если на пальцах объяснить, то получается где-то мы называем хостится, то есть где-то лежит ваш сайт, он доступен через интернет, он работает на каком-то сервере. Да? Теперь увеличьте свой сайт в сотни тысяч раз. То есть в каком смысле? У вас есть маленький сервер, компьютер, на котором работает ваш сайт. Если у вас 10 пользователей одновременно зайдут, у вас сервер в принципе выдерживает. Как только оно повышается более 100 человек одновременно, у вас он очень нагревается, то есть запрос замедляется. 1000 человек добавил, он уже перестал отвечать. Да? В этом ограничение определенной конфигурации сервера. Да? Что ты делаешь? Так,
одного мне не хватает, ставлю второй, третий, четвертый, 10, допустим, да. Или ты говоришь, так, вместо 10 мелких поставлю один мощный, большой, дорогой за, ну, скажем, за $30 тысяч, да. То есть ты уже не мелочишься, пошел играть в большую. Но со временем и большой сервер становится довольно медленным, и тебе нужно их двое-трое, допустим. А когда ты хочешь запустить определенную большую компанию или большой продукт, ты не можешь преждевременно оценить, какой может быть наплыв, да? Или, допустим, какую-то акцию запустить. В прошлый раз, допустим, я помню, продукт в прошлом году вышел, то ли Алакель или что, какой-то продукт вышел, и они запустили акцию, и весь сервак перестал работать на местных хостингах, и все. То есть на смарку прошла вся акция. То есть те деньги, которые они бросили на рекламу, все не сработало, потому что их сайт просто не работал. Какое преимущество дает облачный сервис? Облачный сервис — это те же компьютеры, те же сервера, только по запросу. То есть ты можешь сказать, дай мне один сервер, но через минуту ты можешь сказать, дай мне 15 тысяч серверов, 50 миллионов серверов, он тебе даст. Да? То есть, допустим, большая компания, как Netflix, у них многомиллионные, сотни миллионов серверов, которые в облачных сервисах находятся. Да? То есть облачные сервисы дают динамичность, эластичность в этой среде. То есть ты можешь в любой момент попросить больше. И он не потребует, чтобы ты ходил на базар, где-то закупал, что-то ставил, устанавливал, тебе нужны техники, сетевые инженеры, чтобы все подключили. Нет, ты в ту же минуту можешь получить любое количество серверов. Есть облачный, там Google Диск, например, да. Захочу терабайт, дайте да. мне, и все, то есть, денежку, и тебе пришло, да? Там только дело в деньгах, сможешь заплатить или нет. То есть, такое отличие и такая мощь позади облачных сервисов. Ну, это все вопросы, мы как раз уложились. Большое спасибо. У нас сегодня в эфире был наш замечательный гость. Я уже начинаю забывать. Эсен Сагынов, компания Amazon. Сейчас он является основателем стартапа Mancho Devs в Кыргызстане. Мы вот очень много всего рассказали. Надеюсь, вам понравилось. Всего. Встретимся через неделю. До свидания. До свидания.